Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо вам за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши хорошие добрые комментарии. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты и помогает моему каналу. Земной вам поклон. И дай вам Бог 1000 в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Шансы, которые подарит вам судьба. Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, прям так и спросите, какие шансы мне подарит судьба. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие шансы вам подарит судьба. Так. Но здесь однозначно вот для всех будет равный шанс на счастье. Шанс быть счастливым человеком в семье, в доме, под своей крышей и быть именно при своей, возможно, какой-то реализации, да, при своем каком-то любимом увлечении, хобби, деле, да, то есть человек здесь реализованный вышел. Но смотрите, вот в центре у нас вышел такой вот рисунок, да, про пару людей, которые либо сейчас в плохих отношениях, да, люди могли расстаться, развестись, разъехаться, разойтись, здесь могли быть и треугольники, что угодно могло быть, да, то есть люди отдалились однозначно. В сегодняшнем дне люди друг от друга отдалились и смотрят они в разные стороны. Кажется, что примирение, восстановление – это невозможно. Да? Может быть даже ситуация не любовного толка, а, например, семейного. То есть вы со своими детками, да, разъехались в разных, например, регионах живете, в разных городах, в разных странах. Либо, например, вы детка, да, ваш родитель от вас далеко находится. В любом случае здесь ситуация какого-то охлаждения, конфликта, либо какого-то недопонимания между людьми в сегодняшнем дне. Кажется, что все, это точка, ничего уже не будет. Вы ошибаетесь. Будет. Здесь будет любовь. Здесь через время, у кого-то дольше, у кого-то попозже, но через время здесь идут шестерочки. Шестерочки, ну это у нас либо 6 месяцев, 6 недель, это 2 шестерочки, да, соответственно, на год, может быть, будет восстановление в отношениях, будет мир, будет любовь, будет радость, будет праздник. Смотрите, здесь у нас маленькая лодочка, в ней человек сидит. Человек к вам приедет, приплывет, прискачет, придет. То есть издалека человек идет к вам. Вы знаете, вам ничего не нужно будет делать, кроме как пойти на сближение, кроме как подать руку этому человеку, да, подать руку на примирение. Смотрите, возможно, вас очень сильно обидели, возможно, с вами как-то очень плохо, несправедливо поступили, вы обижаетесь, и есть за что обижаться. Но вы про себя тоже должны знать, что вы тоже что-то сделали не так. Либо как-то обидели, либо каким-то словом, делом, ситуацией. Да? То есть с вашей стороны тоже есть ведь вина какая-то. Но примирение будет на той основе, что человек вернется. Если муж, да, загулявший, либо который там развелся с вами, да, нагуляется, набегается, соскучится, поймет, что вы самое лучшее, придет, будет искать причину, будет искать повод, чтобы войти в отношения, чтобы заново войти в ваш дом, чтобы с вами восстановиться в отношениях. Вы будете это видеть, будет смешно, честно говорю, будете прямо смотреть на него и говорить: все с тобой ясно, дружок. Но тем не менее, вы будете решать, либо помиловать этого человека, да, простить и дать возможность, либо наконец-таки уже окончательно разойтись, разорвать эти отношения. Но я вижу, что бы ни случилось, вы все равно любите. Вы любите, и человек любит. Вы вообще 2 половиночки. Да? И вы дадите шанс, вы дадите возможность. Но, пожалуйста, опять же таки, да, нужно будет обнулиться. Помните об этом. Если вы не сможете обнулиться, если вы не сможете прям все забыть, то это может стать между вами в будущем. Здесь либо с чистого листа, либо лучше не надо. То же самое, если вдруг у вас споры, ссоры с детьми, либо с родителями, здесь именно
тот, с кем вы поссорились, придет. Придет, причем вот как-то приход такой, знаете, вот будет прощупывать почву, да, будет пробовать, можно, не можно, не, что, как вы относитесь, как вы себя там в данный момент, да, настроили по отношению вот к этому человеку. Вы все будете видеть, вы все это просчитаете, поймете, и я вижу, что вы пойдете на примирение. Здесь может быть только там 2% девочек, там, либо мальчиков не смогут примириться, но все остальные пойдут на примирение, все остальные попробуют заново. И знаете, эта ситуация, она судьбоносная, она должна была случиться, она должна была произойти. Знаете, вас как развели, так вам дадут и шанс на то, чтобы сойтись, а опять быть семьей, опять любить друг друга, наслаждаться друг другом, дружить, да, общаться, чтобы быть вместе. Это обязательно в вашей жизни будет. Дальше я вижу человека, который удит рыбу, да, удит какие-то, вот на рыбалке он находится. Смотрите, если вы в поисках чего-то нового, необычного, новой работы, может быть, в принципе, в поисках работы, да, вам нужны новые как перспективы, да, деньги нужны, возможности нужны, а у вас будет через месяц, вот где-то месяц, да, у кого-то может быть 1,5, да, будет возможность вам куда-то устроиться, куда-то поступить, вас куда-то пригласят, позовут. И знаете, место такое будет не очень, да, вот вы прям посмотрите, скажете: да нет, что-то не то, меня не устраивает. На самом деле это будет ваш шанс. Вы пойдете на одно место, а буквально через там несколько периодов окажетесь совершенно на другом, либо в других обстоятельствах. У вас вот первое, да, что вы ловите, видите, маленькую такую рыбку вы ловите, это у вас как предтеча, то есть это первый шаг к переменам. Но оказавшись в новом месте, смотрите, какой огромный вам тут куш идет, да, то есть вы найдете работу мечты, либо реализуете себя там, где хотели, где планировали, даже намного лучше, чем хотели, чем планировали. Запомните эти сроки и, пожалуйста, соглашайтесь принимать, потому что, упустив в малом, вы не получите большее. То есть у вас через малое идет. Вы соглашаетесь, да, сами с собой договариваетесь, говорите: ну ладно, если я там где-то там поработаю, да, на мелкой должности, ничего страшного. Но вам это идет как трамплин, как мостик в новую жизнь. То есть вам больше потом придет, сразу же придет, буквально вот там совсем чуть-чуть времени пройдет. Для тех людей, кто сейчас думает о свободе, я не знаю, вы думаете о свободе для себя, либо любимого человека. У кого-то, может быть, человек в заключении находится, либо человек, например, может быть ограничен в передвижениях, да, там болезни сложные, либо есть такие проблемы со здоровьем, да, когда человек ограничен, может быть, на карантине человек, да, банально сидит. Вот вы думаете за какого-то человека, кто нуждается в свободе. Смотрите, у этого человека появится и шанс, и возможность благодаря вам. Вы найдете какой-то путь, вы найдете какой-то выход, вы найдете какую-то возможность, чтобы этого человека поскорее вытащить, спасти. Дать этому человеку ту свободу, в которой он нуждается. Вы знаете, этот человек будет вас бесконечно долго благодарить, и вы будете довольны собой, и человек будет просто на вас молиться. Вот такая возможность идет. Так, кстати, тут для женщин идет возможность на материнство, на реализацию себя как мамы, либо как бабушки, либо, может быть, как даже нянечки какой-то, да. То есть к вам просится просто какая-то новая маленькая энергия, да, новая душа просится к вам. Вы, мои милые, если вы вдруг, вот я, да, предсказание такое не для всех, конечно, но тем не менее, если вы в возрасте, и вдруг вы поймете, что вы беременная, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Да? Не надо пугаться и говорить, что: о боже, мне же там 45, как же так? Нет, ни в коем случае. Лучше сходите к врачу, проконсультируйтесь, верьте в себя. Если Боженька вам посылает ребеночка, значит, этот ребеночек нужен. Понимаете, он должен родиться, и вы должны стать мамой. Вот как хотите. Вот идет такое предсказание, я не могу его игнорировать. Я знаю, что многие девушки очень плохо относятся к поздней беременности, но поверьте, это не совсем правильный подход, и беременность, она и есть сама по себе чудо. И неважно, в каком она возрасте. Здесь именно идет зарождение, именно чудо. Вот так к этому относитесь. Так, здесь вот крыса вышла, смотрите, какая, видите, какая хитрая сидит. И посматривает на вас и на вашу семью. Смотрите, если вы в паре, в браке сейчас, если вдруг
какая-то крыса появилась на горизонте, да, типа соперница, завистница. Здесь очень важно как можно быстро среагировать. Вам на эту крысу сразу укажут. Это и будет шанс, чтобы вы не потеряли свою семью, не потеряли то, что вы имеете. Вам укажут через сон, через человека, через обстоятельства. То есть вы увидите истинное лицо вот этой крысы. Кто, что, почему, для чего идет. Принимайте меры. Вот прямо как хотите. Да, вы хорошо воспитанный человек. Да, вы очень милая и добрая. Но в этом случае нужно будет постоять за себя. Вы будете стоять не только за себя, но за свою семью. Понимаете, вам есть за что побороться. Примите все возможные и невозможные меры, чтобы эту крысу к своей семье, к своим близким людям просто не подпустить. Так. Дальше у нас идет письмо какое-то очень важное, долгожданное, у кого-то отыграется, а у кого-то неожиданное письмо, какое-то извещение, какая-то, может быть, какое-то одобрение. Да? То есть, возможно, вы когда-то куда-то обращались и уже об этом забыли. И тут, наконец-таки, вам приходит ответ. Причем ответ очень хороший, положительный. Либо вы очень долго ждали ответа и уже перестали надеяться. Да? Казалось, что все, ну ничего не будет. У кого-то, кстати, вот знаете, прям как... не знаю, то ли виза какая-то, то ли одобрение какой-то поездки, то ли вас куда-то зачислят, примут, что-то для вас вот идет. Ждите, готовьтесь, совсем скоро, тут буквально несколько дней, да, у кого-то там дня 3, у кого-то там неделька, да, пройдет, и вы получите это прекрасное письмо. Не упустите этот шанс. Может быть, время не самое лучшее, и я вижу, что время, скорее всего, у вас такое, знаете, прям и переживательное, и сложное, и такое, знаете, вопросов очень много в этом времени. Но этот шанс, его упустить ни в коем случае нельзя. Что бы от вас ни потребовалось, какие, например, там вложения эмоциональные, физические, материальные, возьмите этот шанс, используйте. Вот поверьте, этот шанс поменяет всю вашу жизнь. В будущем, если вы не воспользуетесь этой возможностью, будете очень долго жалеть, очень долго. Будете еще просить, но уже не дадут. Но если вы приложите усилия через себя, да, через себя пойдете, приложите усилия, воспользуйтесь этим шансом, поверьте, ваша жизнь поменяется так, как вы даже и не мечтали, как вы даже и не представляли. Знаете, вот может даже кто-то в грин-карт, да, выиграет в лотерее, да, переедет жить в Америку. Почему-то Америка идет, я не знаю, что, может кто-то думает про Америку. То есть новая земля, да, новые возможности у вас будут открываться. И да, там может быть бюрократия какая-то, какие-то документы, справки, что-то нужно будет там походить, побегать. Идите на это. Вы не пожалеете потом ни разу. А не сделавши, будете действительно жалеть. Не упустите свой шанс. Это очень большой шанс идет в вашу жизнь. Плюс к вам идет возврат кого-то. Да? Вот человек к вам придет, приплывет, прискачет. Человек, который, знаете, но в вашей жизни очень важную роль сыграет. Он и раньше, может быть, играл важную роль, но по каким-то обстоятельствам между вами было расстояние. Между вами были преграды, не было возможности на то, чтобы реализовать эту дружбу, либо эти отношения. Вот человек возвращается, человек как с нового захода идет, да, это как новый шанс и новая возможность на дружбу, на любовь, на счастье, на, может быть, какой-то даже бизнес, на какую-то работу. Кстати, кто думает про бизнес? А бизнес особенно с каким-то человеком, которого вы хорошо знаете, да, вот с компаньоном. Этот бизнес будет успешным, но вы должны четко разделиться. То есть один из вас, например, там организатор, второй исполнитель. Да? Один там выполняет работу, другой там, я не знаю, там, считает, допустим. Да? То есть вам нужно очень четко разграничить, и чтобы ни вы не влазили в зону ответственности вашего партнера, ни партнер не влазил в вашу зону. И этот бизнес, он, знаете, он как цветочек, он будет расти, расти, развиваться, то там новые побеги пойдут, вы будете придумать какие-то новые, может быть, там варианты, предложения. То есть вам вот именно в партнерстве с кем-то вот прям идет по судьбе шанс на то, чтобы создать успешный такой прям, знаете, богатый бизнес. Поэтому воспользуйтесь этой ситуацией, не упускайте, не отказывайтесь. Знаете, вот что мне не нравится. Вот у многих возможностей прям под ноги падают, да, под ногами хрустят эти возможности, но время какое-то неспокойное, да, то есть нет уверенности в завтрашнем дне. И это мешает вам эти возможности реализовывать. Вы знаете, времена всегда сложные, да, никогда времена легкими не бывают. И это только кажется, да, что вот там вчера было проще, чем сегодня. Это только кажется. Знаете, тут самое главное у вас идет, да, шансы есть, возможности есть, но
страх, вот это внутреннее ваше вот, предубеждение какое-то, да, его нужно победить. Вот вам на многое глаза откроются, вам будут давать какие-то подсказки, какие-то картинки будут появляться, какие-то новости будут приходить. Это все идет, чтобы вас поддержать, чтобы вы в себя поверили, чтобы вы понимали, как бы сложно вам ни казалось в сегодняшнем дне, на самом деле вы все осилите, вы совсем справитесь. Возможностей много, шансов много. Почаще смотрите себе под ноги. Вот это главный посыл, который здесь идет. Смотрите, не упускайте. Вот все, что вы найдете, все ваше. Вы можете все это применить и во благо себе перенять, понимаете? Пожалуйста, будьте внимательны к себе и ничего не бойтесь. Вас не оставляют, вас тут водят и вам дают. Дают то, чего хотите. Мало того, еще дают сверх меры. Но вы зачастую как-то мимо обходите. Да? Вот не решаетесь вы на какую-то, может быть, возможность, да, не решаетесь вы на какую-то реализацию. Подумайте об этом, немножечко себя прокачайте в этом плане, чтобы вы были посмелее, поактивнее. Да. Очень важно иметь активную жизненную позицию. И поверьте, благодаря этому вы еще себя обязательно покажете, вы себя найдете, вы станете счастливым человеком, реализованным человеком. На этом, мои дорогие, все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.